продолжаем знакомить вас с приемными семьями, и сегодня снова побываем в селе Дикимдя Горного Улуса. Наши герои – приемная семья Жирковых. Вячеслав Семенович и Александра Дмитриевна – приемные родители с 13-летним стажем. Когда-то они приняли в семью первого приемного ребенка, а сейчас у них воспитывается 7 детей. Александра, представьте, пожалуйста, вашу замечательную дружную семью. Так, Жанна, 4 класс, 5 класс Полина, будет сатого Таня, будет 2 класс Стасик, будет Наташа, Юлия, она папа вот. Кириллом барыня. Амбастан 2-нче уска бир кыгыл быппыт, сака кыгын. Он tukut билен студентка. Ол онда баллағанда қадар спонтанно лас биппитчи, қадары. Онтан ылачатта уже оғой етерден тайын, кей қайын бөптен бит. Жарықтанан бардақ бітті. Әте 2-нче қасқатай Полина лағылы бітті, 2-нче 16-ға да. 16-ға түйет нұчықы оғыларын ұлатта бітті бастан. Онтан балағына оңағысқа бұл үс әбейін ұтчығыдың әбейіл бұппыт. Чобары нұтчалар. Бастан білікәсетер бітер өрхаттардағыты, конечно, бей сақалар болақ біттекендер нұтчалар. Оны білі бұхарсар бұтығар бұхарар бар еген олы бір әмі тылын тостасы әреттәді. Табір еген арағындан бұхар. Кенерге білі дағиди дақуатчы бай ғостық бұхары хаттыген оны білі. Өйдөбәттер білі хатам нұчала бақпылан же. Онтан екен өверенен жәхін. Білін бәлі хақылы аңаралар ендігіна чүйе. Білін ұлатандар олақ чүйе. Көмбелер ұныры көлбәқ. Бәшчі бардың күнсалылар, тәбістен ғаджалылар. Өріқтірі өрттахын нормальнайдар. Bir қарашискалы ақпын, оны алыр тортылар. Кәнде қарашискалар ең болалар. Надеюсь, ағаяқ үстіақтары мен балылар. Олар шөй болар болықтақтар. Оғылары деңер дейтінге туақпа. Деддомға олар уақтағар жекәргенге етілдерлері бұдан ұрдық. Деңер деддомға хайдар олары күрдаққа хайдара ұярақан мауыз. Олар жекәргенге етілдерлері бұдан ұрдық ба. Ұндық. Онытын атақ көмілерін ұрық албақ. Әнбаққа үйеренділер. Гитария қоры доғылырын ағар әнбағы білелер ба. Түйәхірігер. Баратан хатылы қолуыр. Қоры доғытын ағылан ұхағытындар да қауытты баппа. Бұғыларын бары өден ұхағыттан жерлерін үрттен қойып бәлері едін атылақ бұл. Түйелетін баратан хатылы. Чебиенет бұқ бұлақ. Бей воспитание вот те үлі. Үлі үйерек. Юля, расскажи, чему ты научилась? Что ты умеешь делать? Я могу доить коров, готовить. Юля, у тебя вот есть младшие братья и сестры. Как вы проводите время? Чему ты их учишь, как старшая сестра? С уроками помогаю, писать, читать. Юля, а тоже мечтаешь, думаешь, кем ты станешь, когда вырастешь? Да. Кем? Ну, между полицейским и банкиром, да. Жанна, как ты учишься в школе? Ну, немножко хорошо. А папа с мамой тебя чему учат дома? Готовить, учиться, еще, остальные, почти все. Вот у вас в семье так много детей замечательных. Что вы любите делать? Какое у вас самое любимое дело дома в семье? Рисовать. А что вы рисуете? Природу. А лето как вы проводите, Жанна? Расскажи. Нормально, я собираю ягоды, играю. Сенокос. Вот, у вас большое хозяйство, я знаю, да, ферма большая. Расскажи, кто у вас на ферме там? Что у вас есть? Утка, кролики, коровы, лошади, курицы,
Ну и собаки, кошка. Очень большое хозяйство. А ты умеешь уже ухаживать за кроликами, да, за курами? А ты когда вырастешь, кем станешь? Ну, это врач. Знакомство с приемной семьей Жирковых у нас состоялось на встрече женсовета и приемных семей с ведущим специалистом отдела опеки и попечительства Горного Улуса. На встрече приемные родители рассказывали о своих семьях, тех трудностях и радостях, с которыми они живут. В Горном Улусе всего у нас 13 приемных семей. Из них наибольшее количество семей находится именно в Мытахском наследии. Здесь всего семей 4 приемных семей. Не только по району, по республике очень много детей, которые остались без попечения родителей, да, к сожалению. И этих детей, конечно же, лучше было бы устроить приемные семьи. Для этого они нам очень помогают, потому что по нашим данным, по Горному району, бывали только единичные случаи. Скорее всего, могу сказать, что случаев таких было только 2. В 2015 и 2020 году, да, только 2 случая, когда дети, оставшиеся без попечения родителей, были направлены в детские дома. Остальные все дети воспитываются в приемных семьях, да, в основном. Например, сейчас 80 по Улусу, по Горному Улусу, да, насчитывается 81 детей всего, да, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 41 детей воспитывается именно в приемных семьях. Это уже получается 50%, да, половина детей в приемных семьях. Это, конечно, огромный плюс. В этом нам очень помогают приемные семьи. В каждой семье там по 7, по 8 детей, да, всегда. Они всегда рады нам помочь и всегда рады принять любого ребенка. И хотелось бы отметить, что в нашем Улусе никогда не было возвратов детей-сирот. В этой части мы тоже очень тесно работаем с приемными семьями, работаем по профилактике возвратов детей-сирот. Почитанию семейных ценностей способствует и то, что Мытах имеет богатую культурную почву. В селе уже 35 лет работает картинная галерея народного художника Якутии, академика Российской академии художеств Афанасия Осипова, а также музей народного писателя Якутии Сафрона Данилова и народного поэта Якутии Семена Данилова. Семья поэта, жена Анна Семеновна, да, она родом из Наунского Улуса, села Хатырык, да. И они установили 2 детей, Семен и Варвару, да. Мытах имеет и историческую ценность. Здесь в местности Бор с 1944 до 1954 года был открыт детский дом для детей-сирот войны из разных районов нашей республики. За 10 лет детдом выпустил более 200 воспитанников, поэтому вполне понятно то, что в Мытахе такое количество приемных семей. У вас в Мытахе, получается, 4 приемные семьи живут, да? Вы у нас мама опытная, со стажем. А какой вы совет дадите тем людям, которые хотят взять детей на воспитание, сомневаются, тяжело? Что вы им скажете? Что посоветуете? Берите, дети есть дети. Сахан уча жана разницы нету. Мен бастан чого-то латым было дияны. Антон бастан эрестен языковой барьер, Антон уже курдук. Чуй, нормально. Оғаны ұлан иттің, кеге кының, итер жақтарына арманық семья латалары ұрдық болады. Дейін әтемеді. Құттаныман, оға курдуктар.
То, что детям лучше жить в приемных семьях, мы убедились, побывав в Мытахе в гостях у приемных семей. Леонид Ильич и Людмила Дмитриевна Павловы воспитывают 8 приемных детей. Восхищение и уважение вызывает и приемная семья Петровых, где за одним столом собираются 7 приемных детей. В наших следующих передачах вас ждут встречи с новыми героями. Знакомьтесь, Саян. Мальчику 13 лет. Ну, мальчик сразу проявил себя с положительной стороны. Он очень общительный, очень улыбчивый, очень любит близко контактировать с людьми. Он любит обнимашки, он любит ласку. Ему это очень нравится. Где-то в каких-то моментах бывает немного обидчивый, но быстро отходит, и как бы таких вот больших каких-то проявлений, серьезных каких-то агрессий никогда у него нет. Он очень быстро как бы отходит, даже если его сильно обидели. И потом дальше продолжает общаться со своим же обидчиком, еще и поделится с ним вторым ужином, подарит ему какую-то игрушку. То есть добрый мальчишка. Саян увлекается робототехникой. К занятию по лего-конструированию меня привлек Антон Дмитриевич. Мы с ним были на 2 выставках. И вот эти вот 2 модели я создал на 3-ю выставку. Саян очень умный и добрый мальчик. Попав в семью, он полностью раскроется и сможет реализовать свои планы и мечты.